ребята. Урок русского языка и литературы, 5 класс, урок номер 49. Итак, о чем вам говорят имена Шарль Перро, Ганс Кристиан Андерсен и братья Гримм? Имена данных авторов ассоциируются с известными сказками, которые стали классикой мировой литературы. Например, Шарль Перро, французский писатель, автор таких сказок, как «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная шапочка». Ганс Кристиан Андерсен, датский писатель, автор сказки «Дюймовочка», «Снежная королева», «Русалочка». Братья Гримм, немецкие писатели, собиратели и авторы, собиратели народных сказок и авторы таких сказок, как «Белоснежка», «Рапунцель», «Ганзель» и «Гретель». Итак, слушаем и говорим. Упражнение 319. Прочитайте названия волшебных предметов из сказок Шарля Перро, Ганса Кристиана Андерсена. Угадайте, из какой сказки каждый из них, какую роль они сыграли в сказке. Итак, Шарль Перро. Волшебная палочка, тыква, хрустальные туфельки, веретено, сапоги. Это так атрибуты из сказки «Волшебная палочка». Так, то есть волшебная палочка, тыква, хрустальные туфельки — это из сказки «Золушка». Веретено из сказки «Спящая красавица». Сапоги из сказки «Кот в сапогах». Итак, Ганс Кристиан Андерсену относятся санки, горошина, скорлупа грецкого ореха, зеркало, крапива, сундук. Итак, какие же сказки? Санки из сказки «Снежная королева», горошина из сказки «Принцесса на горошине», скорлупа грецкого ореха из сказки «Дюймовочка», зеркало из сказки «Снежная королева», крапива из сказки «Дикие лебеди», сундук из сказки «Огнево». Итак, упражнение номер 320. Укажите сказки Ганса Кристиана Андерсена, в названиях которых есть прилагательные. Поставьте к ним вопросы, какие из этих сказок вы читали. Вспомните главных героев. Итак, сказки назвать нужно сказки Кристиана Андерсена, в которых есть прилагательные. Это «Снежная королева», «Новое платье короля», «Принцесса на горошине». Итак, читаем и пишем упражнение 321. Сказки. Выпишите названия сказок Шарля Перро, в которых есть прилагательные. Укажите их число, род и падеж. Вспомните, о чем эти сказки. Итак, сказка «Красная шапочка», «Синяя борода», «Ослиная шкура». Так, упражнение 322. Найдите словосочетания, в которых есть прилагательные женского рода. Составьте предложение. Так, составьте предложение, поставив прилагательные в винительном падеже, подчеркните их как члены предложения. Итак, прекрасная какая сказка, прекрасный какой сказочник. Итак, прекрасная сказка, известная книга, художественная литература. Я прочитал прекрасную сказку о Золушке. В библиотеке есть известная книга Шарля Перро. Мы изучаем художественную литературу в школе. Итак, что нужно запомнить? Учимся применять правила. Чтобы узнать, какое окончание пишется у прилагательных, нужно: первое, определить, к какому существительному относится прилагательное. Определить род, число и падеж этого существительного и прилагательного. Поставить для проверки
вопросительное слово «какой». Например, он сделал сказки жанром художественной литературы, художественной литературы. Окончание прилагательного соответствует окончанию вопросительного слова. Итак, упражнение 323. Прочитайте отрывки из сказок Ганса Христиана Андерсена. Назовите, из каких это сказок. Так, вдруг из чащи тростника выплыли 3 чудесных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Почему? Полечу-ка я к этим царственным птицам, они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть лучше быть убитым ими, чем сносить щипки кур и гусей, толчки птичницы, да теперь холод и голод зимою. Конечно, это из сказки «Гадкий утенок». Итак, дальше упражнение 324. Поставьте прилагательные в форме женского рода, составьте с любыми 2 словосочетаниями различные по цели высказывания предложения. Итак, французский писатель, французская писательница, известная поэтесса, хрустальная туфелька, красный сапог, красивый замок и красивая птица. Так, с любыми 2 нужно составить предложение. Французская писательница написала прекрасные сказки. Или девочка потеряла хрустальную туфельку на балу. Упражнение 325. Прочитайте начало сказки Шарля Перро. Из какой сказки этот отрывок? Как вы догадались, найдите и выпишите прилагательные женского рода вместе с существительными. Определите падеж, проверь себя по вашему помощнику. Так, это отрывок из сказки «Красная шапочка». Прилагательные женского рода: маленькая девочка, короткая дорога, веселая песенка. Так, маленькая девочка — именительный падеж, короткая дорога — винительный падеж, веселая песенка — винительный падеж. Упражнение 326. Прочитайте начало сказки Шарля Перро. Как называется эта сказка? Вспомните ее героев. Вместо вопросительного знака подберите к выделенным существительным подходящие по смыслу прилагательные женского рода. Укажите падеж. Так, найди слово с непроизносимой согласной. Так, жили на свете король с королевой. Так, дочка у них была прекрасная. Король, то есть с королевой творительный падеж, девочка именительная. Итак, на этом спасибо. Не забывайте подписываться на наш канал. До скорой встречи.